Добрый вечер. В эфире НВК «Саха», программа «Не пропусти главное». Главными приметами кризиса обычно называют рост цен, падение уровня жизни и сокращение на работе. Как кризис сказывается на занятости якутян и какие меры предпринимает в этой связи правительство, об этом мы будем говорить сегодня в нашей программе. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Вы можете также принять участие в нашем разговоре. А сейчас я предлагаю вам посмотреть видеоопрос. Скажите, вы работаете? Нет, на пенсии уже. Работаю. Да. Да. Работаю. Да. Да, работаю. Работаем, да. Я работаю. Нет. Работаю. Да. На постоянной основе нет. Работаю. На работе. Работаю. Нет. Да. 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 Да, работаю. И не работаю пока. Да. Вы работаете на частном предприятии или в госструктуре? В своем ИП. Потеря работы вам не грозит. Но насколько я стараюсь, настолько я ее не потеряю. В гос. В частном. В больнице. В госструктуре. В коммерческом банке. В госструктуре работаю. В госструктуре. В частном бизнесе, видео. В частном. У меня свой бизнес. В гос. В частном бизнесе. В госструктуре. Частно. Частно. Частном. В госструктуре. В госструктуре. Государственный. Государственный. Частный строительная фирма То есть вам сокращение не грозит? не грозит, не грозит, ничего не грозит. Вы уже думали о том, что будете делать, если вдруг лишитесь работы? Ну, не знаю, как-то не задумывалась. Не думала. Не попаду, наверное. Сетевиком стану. Не знаю. Искать другую работу. Нет, не думал. Я надеюсь, такого не будет. Да, думала. И что? Ну, это секрет. Будем искать новую работу. Нет. Даже боюсь думать. Да как-то не думала об этом, не собираюсь решаться. План есть, но не скажу пока. Нет, не думал. Я не лишусь работы. Я работаю с детьми в детском саду, поэтому моя работа нескончаема. Дети всегда будут. Я пенсионерка, уже заработала себе на жизнь, поэтому не очень страшно. Конечно, у меня есть подработка, есть талант, поэтому во все оружие готовы к этому. Кризис не помеха. Все будет хорошо. Надо надеяться на лучшее. Это программа «Не пропусти главное», и мы говорим о состоянии рынка труда в нынешних экономических условиях. Добрый вечер, уважаемые гости. Гаврил Игоревич, вот только что послушали видеоопрос. Пожалуйста, прокомментируйте. Ну, видеопрос, я думаю, достаточно позитивный, потому что, скажем так, практически все имеют какую-то работу в частном или в госструктурах. Ну, возможно, это так получилось, что выбрали какой-то вот именно момент, когда, наверное, безработных меньше там было, или как, я не знаю. Но, в принципе, в целом, если говорить по ситуации, да, на рынке труда, то она, конечно, достаточно тревожная. Хотя официальная статистика показывает, что есть небольшое снижение по сравнению с прошлым годом. На сегодня они говорят, 34,5 тысячи безработных граждан в республике находятся. Это, например, по сравнению в прошлом году было их порядка 36 тысяч. Да, идет вроде снижение, но нас беспокоит в первую очередь те граждане, которые к нам обращаются в наши центры занятости. На сегодня их порядка 11 тысяч, и рост где-то 18% по сравнению с прошлым годом. Это получается, что наши граждане самостоятельно не могут уже трудоустроиться и уже больше к нам обращаются. Это говорит о том, что есть какая-то напряженность на рынке труда. Соответственно, сама напряженность на рынке труда у нас возросла. У нас получается на сегодня где-то 1,7 человек на одну вакансию. Если 2-3 года назад у нас было на одного безработного 2 вакансии, то на сегодня, получается, у нас вакансий меньше стало. И тоже идет такая, скажем так, негативная динамика снижения вакансий. Скажите, пожалуйста, как так получается? Цифры официальной статистики говорят о том, что безработица снижается, а вы, которые люди непосредственно работаете с безработными, констатируете, что все-таки обращений стало больше. Почему вот тут, в чем дело? Ну, тут много может быть и субъективных, и объективных факторов, да, влияет. Во-первых, есть и понятие как неформальная занятость, да. Возможно, многие под статистику не попали, под расчеты. Есть также все-таки то, что, вот, грубо говоря, из 36 тысяч безработных граждан к нам обращается всего лишь порядка 10 тысяч. Да? Но если говорить о том, что к нам еще больше начинают обращаться, то вот я говорю о том, что люди сами уже не могут трудоустроиться. Ведь есть возможность по объявлениям, самому напрямую на работодателя выйти и трудоустроиться. Если, скажем так, на сегодня они уже не могут, то так случилось, что на сегодня служба занятости – это тот последний, скажем так, возможность, куда они уже в последний момент идут в поисках работы.
таких людей, получается, у нас становится все больше, это, скажем, негативный такой фактор. Скажите, а какая ситуация складывается в городе Якутске? Это вот в общем по республике? Да, вот если посмотреть, конечно, и сравнить с теми годами, когда вот кризис был, да, и вот с прошлым аналогичным периодом, конечно, значит, вот вообще обращаемость, она всегда, значит, вот у нас и увеличивается, и иногда, значит, вот чуть-чуть снижается, да, но если сравнить, допустим, значит, вот на сегодняшний день, то он вот как-то вот странно, да, по сравнению, значит, вот республикой, он идет на снижение. Но здесь на 6%. И здесь вот я хотела бы сказать, но те люди, которые к нам обращаются, если сравнить с прошлым годом, было больше трудоустройства и самостоятельным путем, и по направлению службы занятости. Да? Вот на сегодня увеличилась регистрируемая безработица. То есть, значит, вот если в прошлом году у нас было 0,6% уровень безработицы, то сейчас 0,7%. Это на 0,1% увеличилась регистрируемая безработица. И, конечно, надо сказать, значит, вот тем людям, которые на сегодня даже ищут работу любую, подходящую, это вот, так скажем, неквалифицированный труд, да, это уборщицы, вахтеры, сторожа, даже дворники и так далее. Раньше, если вот обращались в центр занятости, они могли на следующий день, да, в лучшем случае, конечно, они могли работу. На сегодня таких вакансий, к сожалению, в центре занятости нет в связи с переходом на аутсорсинг. Да. И это сказывается также и на рынке труда города Якутска. Поэтому, конечно, вот на сегодня, по сравнению опять-таки с прошлым годом, у нас наоборот увеличилось число вакансий, а здесь больше стало, допустим, тех вакансий, которые вот на квалифицированный труд. И тут получается, те люди, которые сегодня вот приходят на любую работу, которая, значит, вот им быстро трудоустроиться и так далее, да, вот они, конечно, вот на сегодня начали вот опять-таки и статус безработного, да, вот признаваться и даже пособие по безработице получать, нежели раньше они сразу же трудоустраивались. И вот за счет этих граждан, которые, значит, вот к нам приходят, и увеличивается вот и период безработицы, и увеличивается и видимо, и по всей республике, да, тех людей, которые на сегодня остаются без работы. Конечно же, и здесь вот мы проанализировали, посмотрели, значит, вот больше стало у нас к нам обращаться уволенных по сокращению либо по ликвидации предприятия. Вот по сравнению с прошлым годом, также число тех, которые длительно не работали, это получается те люди, которые раньше занимались в неформальной занятости, да, вот они начали обращаться к нам. То есть, опять-таки, это говорит о том, что на рынке труда не так все складно, и это дает, то есть на сегодня, что на сегодня нет вакансий на те работы, которые они на сегодня ищут. Ну вот мы сейчас переживаем не первый, будем надеяться, что последний кризис. Вот были у нас кризисы 2008-2009 года. Если сделать вот сравнительный анализ, какая ситуация с безработицей, вообще с занятостью была в те времена и какая вот на сегодняшний день у нас сейчас? Да, если брать вот кризис 9-10 годов, да, там значительно больше было безработных граждан, более 40 тысяч достигало у нас по республике. И этот спад мы с 2012 года, начался спад, когда уже более-менее стабилизировалось. И чтобы вот именно это влияние кризиса как-то сгладить, и на федеральном уровне, и на республиканском уровне достаточно большие средства выделены были на программу дополнительных мер. Почти порядка миллиарда рублей было направлено по Республике Саха-Якутия именно на вот какие-то дополнительные меры. Это и по самозанятости, чтобы те, которые уволенные, могли каким-то частным бизнесом заняться, и по временным работам. Очень большой объем работы провели. Поэтому сглаживание шло достаточно долго. В течение 3 лет, наверное, была динамика снижения, но вот последние 2 года, к сожалению, у нас вот эта динамика снижения как-то так стагназировалась на уровне 36-37 тысяч безработных граждан. И это говорит о том, что вот этот кризис, который сейчас уже пришел, он уже начал влиять тоже.
Ну, если вот нарисовать портрет сегодняшнего безработного, так в общем взять, кто это, какого статуса человек, какого, может быть, возраста, какой социальной категории? Ну, в городе Якутске, если портрет нарисовать, да, то это получается женщина с высшим образованием, воспитывающая вот несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 30 до 35 лет. Средний возраст, раньше был всегда, значит, вот молодой возраст, да, и здесь получается уволенные по собственному желанию. Все-таки пока превалируют те люди, которые увольняются по собственному желанию и приходят к нам и встают на учет в целях поиска работы. И с одним образованием. Да, я не понимаю, а по собственному желанию увольняются, а потом ищут работу. А почему увольняются тогда? Или другую работу просто ищут, совершенно другого профиля? Нет, почему? Значит, вот здесь есть большинство людей по тем же специальностям, профессиям, но большинство людей, вот когда мы с ними разговариваем, да, они говорят, зарплата там была ниже и не устраивает то, что на сегодня им хотелось бы. Да, поэтому, значит, вот люди увольняются все-таки, несмотря на кризис, да, ну, может быть, еще не кризис, да, вот для них, поэтому тут получается, конечно, тем людям, которые хотят еще лучше найти и надеются на это, да, конечно, хотелось бы сказать, значит, вот надо в первую очередь, прежде чем как уволиться, посмотреть и, конечно, значит, вот и на ситуацию на рынке труда. Какие для них есть вакансии, наличие вакансий, да. Если у них есть интернет, у нас есть сайты, вот Зан-Саха, значит, вот это департамента занятости, это по всей республике наличие вакансий, они могут посмотреть. Zanyakutsк.ru, это вот по нашему сайту, да. И есть также работа в России, это вот Труд 7, они также могут посмотреть по всей России. Сидя дома у себя, могут проанализировать, какие есть вакансии, какие нет вакансий, а далее, значит, уже принять решение, уволиться или не уволиться. Действительно, это очень опрометчивое решение, вот так уволиться, не имея уже пока еще ничего в будущем. Да. Сейчас действительно очень популярны вот эти сайты по поиску работы, и очень многие этим пользуются, но, к сожалению, по-моему, там подходящих вакансий, как правило, не бывает, или их очень И мало. добавить к безработным. Скорее всего, это люди с одним дипломом. С одним дипломом. Второго диплома, может быть. Давайте мы сейчас Да. прервемся на короткую рекламу, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире «Не пропусти главное». Мы обсуждаем тему ситуации на рынке труда в республике и какие меры предпринимает в этой связи правительство. Вот только что мы с вами поговорили до рекламы, нарисовали такой хороший портрет среднестатистического безработного. Сказали, что это женщина дееспособного возраста, в самом расцвете, можно сказать, сил 30-35 лет, с одним дипломом. Да. Это точно, Да, с одним Клара дипломом. Но Абрамовна? сегодня вообще-то и центр занятости, и все образовательные учреждения могут обучать, могут давать дополнительные профессии. На то и есть программы профессиональной переподготовки. Вот, допустим, когда устраиваются на работу с Республики Беларусь, они приходят в компанию не с одним дипломом, у них уже 7 разных удостоверений. Они и стропольщики, они и токаря, они и монтажники. И тогда, когда мы поинтересовались, почему у них так, мы посмотрели сайт образовательных организаций, у них с 7 класса начинается уже профильное обучение. С 7 класса они уже начинают давать какие-то рабочие профессии. И, соответственно, вся Беларусь, это строительные фирмы на них держатся, и они у нас как бы эту нишу занимают. Поэтому на сегодня каждый может и должен получать, не останавливаться на своем образовании, получать. Особенно молодые люди, Особенно молодые, да, которые все впереди, дальше обучаться и получать несколько образований. В нашем колледже также всегда мы говорим студентам, вы не должны выходить с этого колледжа с одним дипломом, вы должны иметь несколько к нему и квалификации рабочей профессии. Это их будущее, это их гарантия. Вот Это что касается рабочих профессий, но если человек имеет одно высшее образование, никто ему не мешает получить и второе, и, может быть, и третье образование. Да, да, да. Все дороги, как говорится, Сегодня открыты, открыты. было бы желание. Да? Да. Лилия Михайловна, у вас как?
Ну, я хотела бы дополнить, что сейчас в рамках майских указов президента Российской Федерации при образовательных профессиональных учреждениях создаются многофункциональные центры прикладных квалификаций, которые должны обеспечить как раз непрерывное образование до 65 лет, когда незанятые люди или люди, которые хотят сменить направление своей деятельности, да, они могут переобучаться, профессиональная переподготовка. И добавлю, кстати, своего коллегу Клару Абрамовну, что при нашем многофункциональном центре мы предоставляем своим студентам-очникам, например, и заочникам льготное обучение при нашем же многофункциональном центре. И с первых лет обучения в техникуме даем установку на то, что конкурентоспособным будет тот специалист на рынке труда по окончании техникума, когда он выйдет на рынок труда, тот, у которого как раз-то и будет один, например, диплом специалиста среднего звена, и дополнительно за период учебы он получит 2-3 рабочие профессии. Тогда он будет действительно, как-то что ли, более защищен от подобных социальных потрясений, скажем, да, связанных с кризисом, безработицей, сокращением и так далее. Можно добавить? Да, конечно. Есть одна такая проблема, когда наши молодые ребята после выпуска, да, вузов, особенно высших учебных заведений, и приходят на предприятия промышленные особенно, да, и просто там они говорят, вам нужно пройти не просто как менеджер пришел или управленец, да, а надо пройти рабочие профессии. Тогда наши ребята, о чем мы 5 лет учились там, на высшие и прочее, мы не пойдем рабочим, тем более мы не знаем и не учились, да. Вот здесь вот эта проблема, оказывается, возникает, когда вот если были у них какие-то и среднеспециальное дополнительное образование, то они начали бы там с бурильщика, кого-то, и потом уже по карьере вырасти уже до соответствующего топ-менеджера или кого-то. Вот эта проблема есть, и работодатель всегда нам на это указывает. И рабочие специальности, они очень хорошо оплачиваются. Конечно, там высокооплачиваем, там более 150 Давайте послушаем, давайте послушаем телезрителей. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я состою на учете по безработице и хотела бы... Алло. Да-да-да, мы слушаем вас, говорите. Да-да-да. И хотела бы получить грант или открыть свой ИП, заняться своим, у нас в деревне нету работы, и я бы хотела заняться своим предпринимательской деятельностью. Но мне сказали в Бестяхе, что нужно для этого иметь обязательно сертификат основы предпринимательства. Обязательно ли оно, если я имею высшее образование? Спасибо. И именно у меня юридическое образование, я хочу открыть именно юридические услуги. Спасибо. Спасибо. Вот хороший вопрос. Мы как раз хотели эту тему тоже обсудить, какую помощь оказывают тем, кто хочет открыть свое собственное дело. Да, телезрительница вопрос задала, это получается у нас Мегна-Кангаласский район, да? Во-первых, да, вот этот не грант, а субсидия на открытие своего дела, оно получается через нашу службу занятости составляет 89 тысяч рублей. Но тут надо понимать, что это все-таки будет конкурсный отбор. И поэтому всегда остается вопрос о том, чтобы человек, который хочет заняться бизнесом, он еще бы прошел какой-то курс именно по основе предпринимательской деятельности. Я понимаю, что вы готовы по своей профильной специальности идти как юрист, но надо знать, когда начинаете открывать как индивидуальный предприниматель становитесь, то надо понимать, что надо знать и другие законодательства, и бухгалтерию какую-то вести первоначальную, чтобы сдавать декларации. Поэтому я считаю, что вообще-то даже полезно и необходимо учиться, но это не обязательное требование. Но на конкурсе будут смотреть, кто обучался, и, во-первых, и социальная значимость этого проекта они будут смотреть. Поэтому желательно, конечно, вам пройти эти курсы, тем более, думаю, Центр занятости вам должен был предложить эти курсы на бесплатной основе. То есть сертификат не обязателен. Да. Не обязателен, да? А скажите, пожалуйста, вот эту субсидию, она правильно же так называется, да, субсидия на открытие собственного дела, да, она предоставляется по итогам, скажем, прошлого года. Сколько человек ее получили? Сколько обратились, а сколько получили, чтобы мы понимали? Если по республике взять, то у нас в прошлом году субсидии получили порядка 200 безработных граждан. Обращений было, конечно, больше, но тут тоже ежегодно мы эти субсидии выдаем. У нас есть анализ, когда вот уже в некоторых районах уже смотрим, что конкурсов все меньше, да, это получается, что мы не все,
нету там уже, скажем так, такого рынка, где можно развивать бизнес. Или же, например, наша сумма достаточно ограничена, 89 тысяч. На сегодня это не тот объем средств, на котором можно сделать стартап, возможно, да. Но это для первоначального небольшого бизнеса это достаточно хорошие средства. А далее уже он начинает развиваться, и уже по линии Министерства предпринимательства они уже начинают получать дополнительные какие-то субсидии, участвовать в конкурсах, кредиты получают. Мы с ними тоже имеем соглашение, поэтому это не говорит о том, что он только у нас получит, а дальше уже идет Ну, конечно, развиваться. с малого Да, начинает, а конечно. дальше все в развитии идет. Да. А скажите, кто вот, если так вот говорить, кто в основном попадает сейчас, да, под волну сокращения? Все-таки мы не можем об этом не говорить. Сокращения идут на предприятиях, в учреждениях, также и в бюджетной сфере. Все это понятно, потому что времена сейчас такие. Но кто в основном сейчас? Вообще, если говорить по сокращениям, то в последние 2 года, вот, по сравнению с 2012-2013 годом, резко увеличилось вот количество сокращений. Во-первых, это, конечно же, по оптимизации, по то, что вот на аутсорсинг переходили. Да? На сегодня у нас вот, буквально, скажем, вот на март месяц у нас порядка 436 предприятий изъявили о том, что они в течение года сократят 2500 своих работников. А по факту на сегодня у нас по итогам, скажем, 3 месяцев 1116 уже сокращено. Это не просто рабочие места, это именно люди сокращены, которые работали. Но по сравнению с прошлым годом, тут есть небольшое снижение все-таки темпов. Уже говорят о том, что не такой большой вал пошел. Но в целом это у нас идет, основные это у нас горнодобывающие компании, потом сфера образования и сфера услуг у нас. В основном это вот эти отрасли, где идет на сегодня по нашему анализу сокращение. А если говорить о причинах сокращения, что можно тут отметить? Здесь, если брать анализ по республике, то 2, как скажем, направления. Во-первых, это аутсорсинг до сих пор еще продолжается. Это в основном в наших государственных или федеральных каких-то учреждениях. Вывод непрофильных, скажем так, услуг, это вот в основном обслуживание там и прочее, да. И если смотреть по количеству предприятий, то количество предприятий увеличилось, а внутри просто по 1, по 2, по 3 идет сокращение, это идет, скорее всего, оптимизация в связи, скажем, все-таки кризисными явлениями. Поэтому видно, что и вакансий меньше, и идет сокращение тоже. Давайте еще послушаем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня тетя на днях обращалась в этот центр занятости, да, и ей сказали, что нужна санитарная книжка. Это у вас на любую работу надо при устройстве, да? Мария Николаевна. В центр занятости, вот, если обращается человек в целях поиска работы, мы требуем это только паспорт. Если имеет инвалидность, тогда, значит, индивидуальную программу реабилитации. Да? Если, допустим, значит, конечно, человек ранее работал и обучался и так далее, здесь, конечно, дополнительно имеет право он предъявить этот диплом, то есть документ о профессиональной квалификации, также это трудовую книжку. Это вот эти вот, по этим документам мы смотрим и, конечно, значит, подходящую работу определяем, да, и справка о среднемесячной заработной платы с последнего места работы вот, для определения, опять-таки, условий труда. Да. И здесь санитарная книжка – это не обязательный документ. И здесь, когда, значит, вот работодатель в своих требованиях говорит о том, что должен этот человек, работник, ну, будущий, да, иметь санитарную книжку. И здесь, конечно же, либо сам работник это проходит, либо иногда вот есть у нас прописано даже в Трудовом кодексе, да, о том, что это если обязательно для этого предприятия, то работодатель должен оплачивать медицинский осмотр и должен человек тогда проходить, а потом трудоустроиться. И, конечно же, вот у нас в целях поиска подходящей работы вот эти вот документы, да, а вот для признания безработным, чтобы выплатить опять-таки ему пособие по безработице, здесь вот в обязательном порядке 4 документа, это паспорт, трудовая книжка, документ о профессиональной квалификации и справка о среднемесячной заработной платы, вот 3 месяца по последнему месту работы, да, и если человек ищет работу впервые, тогда, значит, вот достаточно того, чтобы паспорт и документ о образовании или квалификации. И если имеет инвалидность, вот как я сказала, ИПР должен иметь. Скажите, пожалуйста, а каков размер сейчас пособия по безработице?
Пособие по безработице в городе Якутске – это 1190 рублей, это минимальный размер, и 6860 рублей – это максимальный размер. Да? Конечно же, вот опять-таки вопрос станет, кому же назначается максимальный, кому же назначается минимальный размер. Тем людям, которые вот впервые ищут работу, те, которые длительно, вот более года не работали, да, вот этим людям, и которые имеют до предшествующее начало безработицы менее 26 календарных недель оплачиваемой работы, им вот назначается минимальный размер. А всем уволенным, кроме вот их, то есть, значит, у них, если есть более 26 календарных недель оплачиваемой работы, им назначается пособие в процентном отношении от заработной платы, но не выше 6860 рублей. Получается так. Потолок вот у нас, да. Ага. Это вот на основании... Давайте мы сейчас еще сделаем короткий перерыв на рекламу, а потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. Это программа «Не пропусти главное», и мы говорим о ситуации на рынке труда республики. У нас в студии Георгий Николаевич Федоров, глава Устьянского УЛУСа. Скажите, пожалуйста, а какая ситуация у вас складывается с занятостью вашего населения? Ну, кризисные явления как таковые у нас пока незаметны, а так в целом-то традиционные колебания сезонные. То есть у нас весной уменьшается число безработных, осенью увеличивается. Ну, такое сезонное колебание, традиционное, из года в год она идет. Ну, в свое время это было как бы промсезон, навигация, прочее. Ну, сейчас рыбный промысел, и этот последние года сбор мамонтовой фауны, она занимает достаточно много народу. И в самом районе у нас еще до сих пор чувствуется влияние миграционное влияние. То есть по весне люди уезжают, и как бы вот она тоже свой эффект дает, уменьшение численности безработных. Ну, в последнее время вот в связи с повышением эффективности бюджетных расходов, аутсорсинг, оптимизацией, вот это она свой вклад тоже начинает потихоньку давать в увеличение численности безработных. Ну, аутсорсинг она сразу дает, хотя пытаемся как-то приноровиться, но тем не менее вот такая ситуация у нас наблюдается. Ну, самое ежегодное это у нас весной уменьшается, осенью добавляется. Вот. Поэтому сейчас численность населения маленькая, 7,5 тысяч где-то, поэтому более-менее стабильная. И количество безработных в районе, у нас в районе 200 человек почти неизменно. Вот сейчас упадет она до 195, в осени где-то наберем 210-220 человек. Она не меняется. И это стабильно всегда так. У нас есть контингент, постоянный контингент безработных, которые, ну, в принципе, наверное, принципиально не хотят работать. Ну, есть и такая категория, которая действительно принципиально не хотят работать. Есть принципиальная категория, это где-то человек 110-120, наверное. Ну, и есть категория, которые ищут работу. Ну, вот я, наверное, соглашусь вот с портретом средней, да. Вот действительно, она на сегодня безработица больше имеет женское лицо. Да? Ну, она связана многими факторами, и, как правило, это, ну, что греха таить, можно говорить о том, что женщина с несовершеннолетним ребенком – это однозначно. Вот. Поэтому, ну, тем не менее, вот этот, то есть безработица в нашем районе имеет больше женское лицо. Так, а в части наличия вакансий, у нас вакансий тоже достаточно, тут дисбаланс получается, то есть нам требуется, допустим, здравоохранение, образование, люди с высшим, средним, специальным образованием. К сожалению, этой категории нету. А костяк безработных составляют люди, как правило, неполным средним образованием, без никакого специального образования. Да. И поэтому сейчас вот управление образования, школы отрабатываем таким образом, чтобы наши выпускники школ, они не должны оставаться
ни один человек не должен, по идее, оставаться. Я такую задачу ставлю, чтобы человек, обучившийся, выехал после школы, получил специальность, он уже какое-то конкретное направление, цель имеет. А если он остается в районе, тем более в селе отдаленном, да, это действительно, ну, потенциальный, стопроцентный Будущий безработный. Да. Будущий безработный. Вот. А скажите, много ли молодежи остается вот так в селах? Нет, вообще в ну Улусе? вот последние годы мы ежегодно анализ ведем, где-то 6-8 человек, ну, где-то наполовину это парни, которые четко решили уйти в армию служить, ну, больные есть, ну, по уважительным причинам. Последние годы действительно вот и народ понял, и ребята понимают, что надо учиться. Можно добавлю? Конечно. А вот по ситуации в районах, да, сейчас распространено понятие аутсорсинг, перевод на аутсорсинг, но на самом деле, вот, допустим, это понятие, что организация передает определенные функции другой организации, которая специализируется по данной области, да. Сейчас что происходит в основном? Происходит сокращение работников. Работника увольняют, и нет никакой гарантии, что этот работник устроится в аутсорсинговую компанию. А в районах и селах нашей республики таких компаний, скорее всего, нету. Если в городах есть, в больших городах, и вообще понятие аутсорсинга пришло с больших городов, где вот, допустим, какие-то большие компании передавали функции компьютерные или какие-то помойки стекол, небоскребов, да, передавали, и этим они сами не занимались. А у нас что происходит? Увольняют человека, он остается без работы, никаких гарантий. Если даже он будет принят в аутсорсинговую компанию, да, то он теряет все социальные гарантии, Да, потому вот это что те положения коллективного договора, которые были в той организации, они на него уже не распространяются. А аутсорсинговая компания, она создана не для того, чтобы социальные гарантии, социальные льготы предоставлять, она создана для того, чтобы получать прибыль. Ну и зачастую аутсорсинговые компании, как показывает практика, не заключают в том числе даже трудовых договоров. Да? То есть это говорит о том, что теряют и бюджеты, соответственно, по отчислению НДФЛ, пенсионные отчисления не производятся отчисления фонда социального страхования и иное. То есть аутсорсинговые компании по факту прячут, да, это получается неформальная занятость. Получается, пополняют просто Да. вот этот неформальный сектор. Или бывает даже так, да, вот человека увольняют, не сокращают, увольняют, да, по его согласию, и принимают обратно в эту же организацию, на эту же должность, но уже по договору гражданско-правового характера. То есть по договору услуг. По договору услуг, но хотя это постоянная работа, то есть трудовые отношения. Что является трудовым отношением у нас сейчас? Чтобы не путать трудовой договор и договор гражданско-правового характера. Да? Если человек осуществляет свою работу личным трудом, никого там не привлекает, ни субподрядчиков, ни других лиц. Да? Потом, если он использует материалы, оборудование, кабинет, место работы своего работодателя, потом подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, он табелируется. Это все, даже если он работает по договору гражданско-правового характера, это является трудовым отношением. И это уже со стороны работодателя является нарушением норм трудового законодательства. Да, я вот хотела бы согласиться с коллегой. Действительно так. Сейчас в настоящий момент и все коллеги, которые присутствуют в зале, да, Центр занятости населения, Департамент занятости населения поддерживает все-таки. Сейчас ведется очень большая работа в связи с тем, что поручение правительства Российской Федерации существует о выведении нелегальной занятости, то есть теневой занятости непосредственно в сферу законодательства Российской Федерации. То есть мы должны не только выявить, но и легализовать тех лиц, которые у нас заняты вот именно в этом секторе. Сейчас проводится в течение 2015 года, в течение 2016 года также подписано соглашение, да, между субъектами Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости, Рострудом, соглашение о продлении срока его с определенными, скажем так, контрольными показателями. И эта работа проводится не только на территории Республики Саха-Якутия, но также на территории всей Российской Федерации. Поэтому
Вот в эту работу включены абсолютно все районы, Государственная инспекция труда, органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, ну и также значит, Департамент занятости населения, Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Гаврил Игоревич, я вижу, что Да, вы хотите что-то конечно, сказать. я добавлю. С прошлого года федеральное правительство, конечно, очень большое внимание этому уделило, потому что по их расчетам очень много, конечно, идет, уводится, скажем так, налогов и в пенсионный фонд, и в другие соцстрахфонды. И по нашей республике они считают, что порядка 100 тысяч работающих граждан не платят вот эти пенсионные взносы. Поэтому по соглашению с Республикой Саха-Якутия нам они контрольный показатель установили 34 115 человек выявить. По итогам прошлого года мы совместно с правительством нашей республики, совместно с муниципальными образованиями провели достаточно большую работу и выявили порядка 19,5 тысяч таких граждан. Из них мы, как сказали, легализовали и оформили соответствующие требования до законодательства трудовых отношений порядка 12 тысяч граждан. Но работа в этом году тоже это продолжается, достаточно большой объем, конечно, граждан мы должны выявить. Они фактически явно где-то есть, поэтому совместно и с муниципалитетом, и главным образом с нашими отраслевыми министерствами ведем работу, потому что они у себя в отрасли могут сказать, где, в каких направлениях могут быть эти, скажем, предприятия или индивидуальные предприниматели заниматься вот такой вот нелегальной деятельностью. Но при этом же аутсорсинговые компании-то привлекательны для трудовых мигрантов. Для них Ну, это не обязательно. Почему для трудовых мигрантов? Сейчас и иммиграция тоже в этом же она растет. Нет, Республика все равно, она тоже привлекательная. Привлекательная. Да, о чем же говорю. Мы все равно для мигрантов, наша республика привлекательна. Значит, есть где-то ресурс, трудовой ресурс. Не, на сегодня, кстати, вот по привлекательности республики для мигрантов я еще поспорю, потому что на сегодня, скажем так, по итогам прошлого года, если мы смотрим, то количество иностранных граждан намного снизилось. Для этого есть, скажем так, искусственные сдерживающие факторы, такие как, например, максимальный патент по Российской Федерации, только единственный субъект, это наша республика Саха приняла. 7056 рублей обязаны ежемесячно платить в бюджет иностранный гражданин. Вот это вот и есть, это как раз вот такой рычаг регулирования, вот этих миграционных процессов. Но, к сожалению, есть другие моменты, изменения законодательства федерального, о том, что по Евразийскому союзу, например, есть ряд стран, которые уже не подпадают под эти, скажем так, ограничения. Это у нас, получается, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения. И основной у нас поток, конечно, Армения и Киргизия, это строительный блок, они как раз без ограничений могут уже трудиться на территории республики, как граждане Российской Федерации. Вот у них нет ограничений. Вот тут есть Я нюанс. хотела бы добавить, что вот буквально на прошлой неделе у нас в Алданском районе пребывали как раз руководитель департамента занятости Степан Иванович Москвитин и заместитель председателя правительства Дичковский Алексей Прокопьевич как раз по подписанию договоров с нашими предприятиями золотодобывающими, это Алдан Золото ГРК и Золото Селигдара, именно по договора по трудовой мобильности. Да, по трудовой мобильности. И конкретно были озвучены цифры, которые эти предприятия готовы принять в качестве граждан, которым будут предоставлены подъемные средства из средств бюджета, я понимаю, да? Лилия Михайловна, извините, мы сейчас еще вынуждены прерваться на короткую рекламу, потом продолжим. Реклама на НВК Саха. Это программа «Не пропусти главное», и мы говорим о ситуации на рынке труда республики. Лилия Михайловна, вот вы начали говорить о программе, которая работает в республике, называется «Трудовая мобильность граждан». Вот чуть подробнее об этой программе. Значит, согласно этой программе из бюджета республики предусматриваются средства на переселение из ресурсоизбыточных районов именно в промышленные районы, и в частности
Значит, подключились наши предприятия золотодобывающие нашего района, в частности, Алдан Золото, горнорудная компания, и Золото Селегдара, которые уже сегодня хоть незначительное количество, но все-таки принять и трудоустроить к себе на работу. Но там есть, конечно, определенные требования и условия, и здесь, наверное, должны в какой-то степени подключаться и мы, профессиональные образовательные учреждения, при наших многофункциональных центрах прикладных квалификаций проводить профессиональную подготовку, если есть необходимость повышения квалификации. И если вообще смотреть тенденцию, что у нас, несмотря на кризисные моменты, обучающихся в нашем многофункциональном центре становится все больше, и, как правило, люди идут сами учиться за свои собственные средства. Например, самые сегодня у нас востребованные курсы профессионального обучения – это машинист погрузчика, машинист конвейера, значит, машинист бульдозера, экскаватора. Это сейчас у нас самые востребованные курсы, на которые идут переобучаться. Потому как это, хотя рабочие профессии, но они очень высоко оплачиваемые именно в горнорудных компаниях. И они всегда найдут себе работу, Да, не останутся да. без работы. Скажите, пожалуйста, а вот ситуация, например, другая. Человек, предположим, может найти работу в городе, вот ищет, да, в городе. Есть ли возможность предоставить ему вакансию в Улусе или, может быть, за пределами нашего вообще региона, и какую в этой связи помощь могут оказывать службы занятости? Здесь, если не нашли работу подходящую в городе, тогда есть еще программа у нас переезда и переселения безработного гражданина в другую местность для трудоустройства. Да? При этом при переезде это временная работа, то есть, значит, когда безработный гражданин на основании заявки, то есть вакансии, значит, переезжает в другую местность, тогда служба занятости ему оплачивает проездные, то есть это мы туда и обратно оплачиваем, найм жилья до 3 месяцев, и человек может работать, значит, уже найм жилья ему полностью будет обеспечено, да, оплачено, и потом, значит, вернуться на свою родную, значит, землю, то есть в город Якутск. Если это переселение, это когда безработный гражданин насовсем переселяется в другую местность, это в Улусы, это даже в другие города, да, значит, республики, либо, значит, Российской Федерации. При этом также ему будут оплачены транспортные расходы, в том числе и провоз багажа до 5 тонн. Также это единовременная финансовая помощь 500 рублей, это на каждого члена семьи, и также суточные. То есть, значит, вот здесь опять-таки по направлению он едет, он будет трудоустроен, он будет обеспечен хотя бы, значит, транспортными расходами этой службой занятости. Здесь мы рассматриваем варианты, как я сказала, значит, по республике Саха, также через работу в России, да, портал. Также находим работодателя, выходим на этого работодателя и можем, у нас есть очень хорошо сейчас работает вообще скайп, да, и по скайпу они, значит, разговаривают, переговариваются, и когда окончательно уже работодатель говорит о том, что этого человека я беру на работу, мы направляем его по направлению службы занятости. При этом все эти мы оплачиваем. Ну, тут надо действительно подчеркнуть, что это только по направлению именно Центра занятости, службы да. занятости. Если человек самостоятельно возжелал поменять место жительства и нашел работу где-то, скажем, в другом регионе, в этом случае он, конечно же, это уже это уже не подпадает под эту программу. Тут хочу добавить, да, конечно, есть сложности, наверное, психологические или социальные, когда человек хочет жить у себя на селе или где-то и там работать. Но, к сожалению, мы живем в рыночных условиях, и поэтому надо с реальностью все-таки смириться. И то, что нету там рабочих мест, то, к сожалению, надо думать о том, что куда-то надо ехать или переезжать. Да, то, что начали рассказать по программе трудовой мобильности, то, что наш департамент разработал, там 3 направления. Это на переселение на постоянную работу, да, если берем села, промышленность, семьей прямо человек приезжает на постоянную основу, и бюджет берет на себя расходы как по проезду семьи, также на первоначальном этапе помогаем с арендой жилья, чтобы он закрепился на месте. Это очень такой важный фактор. И плюс какие-то подъемные средства для того, чтобы он на месте на новом закрепился. Второе направление – это
временные работы, участие на сезонные. Не секрет, что многие наши крупные предприятия из-за пределов республики очень много трудовых ресурсов ввозят. И при этом у нас в республике достаточно высокий уровень безработицы и граждан, молодых ребят. Поэтому мы тоже ставим задачу, чтобы какие-то рабочие ресурсы тоже привлекали именно на сезонные места, временные работы. И третье направление, которое мы все-таки в правительстве доказали, это, и они приняли, это и стажировка молодых специалистов. Всегда стоял вопрос о том, что берут на работу только со стажем и прочее, а молодые специалисты, к сожалению, выпадали. Вот этот вопрос мы сейчас будем решать тем, что будем заработную плату в размере минимальной зарплаты выплачивать. Плюс еще стоял всегда вопрос о том, что кто будет с этим молодым специалистом работать. Это отвлекать основного работника надо. Наставника. И поэтому для наставника у нас есть программа наставничества, чтобы ему тоже возмещали материально, и тогда работодатель уже, скажем так, был бы заинтересован этого стажера взять, посмотреть, поработать с ним, и уже там будет возможность ему закрепиться уже на предприятии. Вот эти механизмы мы сейчас начали, уже соглашение начали подписывать. В Хангаласском УСе у нас Якутцемент. Вот, как сказали, в Валдае у нас 2 золотодобывающих компании. В Неринге мы подписали с угледобывающей компанией «Калмар» и Салроса. Также сейчас тоже планируем ряд крупных предприятий. Якутэнерго мы еще подписали тоже, и они готовы участвовать. На сегодня есть уже заинтересованность самих работодателей. Если раньше этого не было, то сейчас это есть. И поэтому, я думаю, это хорошо, потому что занятость молодежи – это очень большая проблема. Вы уже это отметили, что для работодателей важен стаж, а не даже образование, какое образование человек получил. Прежде всего стаж, опыт работы. Ну а где же этот опыт брать, если везде требуется с опытом работы? Скажите, пожалуйста, а в Государственную инспекцию труда вот обращаются, наверное, и работодатели тоже, также и те, кто оказался уволенным, сокращенным. Вот чаще всего с какими заявлениями к вам обращаются, с какого рода претензиями, может быть? Ну, в основном, если исходить из статистики 2015 года, конечно же, наибольшее количество обращений это было по задержке заработной платы, по задолженности по заработной плате, окончательного расчета. Да? Если говорить о сокращениях, то сейчас по итогам, скажем так, квартала, да, по неким итогам квартала 2016 года, хотелось бы отметить, что участились именно обращения работодателей по вопросам консультирования, непосредственно связанного с сокращением должности на предприятии. Да? То есть для того, чтобы не допустить нарушения трудового законодательства, работодатель уже заранее начинает продумывать, каким образом, в какие сроки установлены, какие они эти сроки установлены, как провести верно именно процедуру сокращения, дабы не породить в дальнейшем нарушение трудового законодательства, ну и, соответственно, спора, да, который зачастую у нас приводит в суд, и приходится выплачивать неустойку. То есть для работодателя это достаточно дорого. И можно сказать, что в данном случае это указывает о добросовестности, да, некой работодателей, потому что есть даже такие, которые приезжают прямо лично, на личный прием, у которых есть действительно инициатива не нарушить. Поскольку сейчас все-таки о нарушениях трудового законодательства, да, мы уделяем очень большое внимание. И если говорить о штрафных санкциях, штрафные санкции достаточно высокие. Поэтому для работодателя это достаточно накладно заплатить надзирающему органу штраф, да, при наличии очевидного нарушения трудового законодательства. Кроме того, в случае, если уже порождается индивидуальный трудовой спор, в судебном порядке платить неустойки и за время вынужденного прогула и прочее. А скажите, пожалуйста, вот как уволить или сократить должность, уволить человека и соблюсти законодательство трудовое? Соблюдение норм трудового законодательства нужно не только при трудоустройстве, допустим, да, заключения трудового договора, но и при увольнении. Допустим, при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере ежемесячной средней заработной платы. А также за работником сохраняется средняя месячная заработная плата до 3 месяцев. В исключительных случаях, если он трудоустроился в течение 1 месяца, на учет встал,
не был трудоустроен, то среднемесячная заработная плата сохраняется на 4-й, 5-й, 6-й месяцы. Он обратился в органы службы в орган занятости. службы, и по решению органа службы занятости такое решение принимается до 6 месяцев. Да, до 6. То есть, Сохраняется на среднемесячная 4-й, на заработная 5-й, да, плата. на 6-е месяцы. И потом, многие вот эти вопросы, которые и по вопросы занятости, и предоставления прав, гарантий работникам, они могут решаться и могут регулироваться именно включением в коллективный договор. Поэтому мы, когда работаем с организациями, предприятиями, мы всегда рекомендуем, чтобы включали раздел о занятости работников. Гаврил Игоревич, буквально 2-3 слова завершить, чтобы наш разговор. Ну, хочется сказать, что несмотря на кризис, и наша служба занятости готовы предоставить услуги, их порядка более 10 госуслуг, они бесплатные, начиная от поиска подходящей работы. Если не можем найти подходящую работу, то можем переобучить. Если даже и переобучили, то, соответственно, мы можем их трудоустроить как переездом или же переселением. Программы разные Да, существуют. программы разные. Спасибо. Я благодарю вас, что вы приняли участие в нашей программе. Всего вам доброго. На этом мы заканчиваем. Всего доброго, будьте здоровы.